Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы снова находимся в замечательной студии «Лавка мастеров Ева». В гостях у Евгении Щукиной. Женя, здравствуй. Всем привет, наши любимые телезрители. Сегодня я очень рада вас приветствовать снова у нас в мастерской. Ну, как всегда, мы начнем с нашей темы. Мы будем сегодня делать топиари. Это называется дерево, которое делается для того, чтобы дома было изобилие. Есть такие немного притчи, да, мы все знаем про наших домовых, которые оберегают наш дом. И домовых, кстати, тоже нужно всегда прикармливать и баловать. И топиари это как раз такое очень подходящее, да? Типа как лакомство, ну и как подарки. Мы же все любим подарки, а почему домовому типа мы не делаем? Ему тоже вот приятно, когда какие-то мы дарим такие ему штуки. Вот как, допустим, мы сегодня будем делать кофейный топиари, это для кухни, чтобы у нас там всегда царило изобилие, был полон стол вкусной еды, как мы это любим, да? И, как сказать, для хорошего настроения, состояния. Все начинается с кухни, да? Все наше настроение. Так что будем сегодня творить прекрасное деревце. Здорово. Да, для этого нам потребуются бамбуковые, ну не обязательно бамбуковые, любые палочки деревянные. Мы вот, у нас просто нашелся один бамбуковый, кстати, у нас они есть в лавке мастеров. Мы одну палочку распилили, чтобы получить два деревца, потому что сегодня Екатерина тоже будет делать. Мы разделили одну палочку на две части. Деревце может быть любого размера. Мы сегодня будем делать, так, я буду делать из такого шарика. И Катя, выбирай, у тебя есть выбор. Ну давай, не слишком маленький, да? Средний. Вот тебе палочка. Тут еще ценник есть. И вот так. Ну, можно использовать, наверное, какую-то любую ветку, да? Да, можно от веточку. Дерева, да? Если вообще там прямо ничего нет, то можно даже от суши, или есть же спашки на шашлыки, которые такие плотные. Или еще можно, кстати, суши-палочки. Иногда мы скручиваем 3 палочки, склеиваем и обматываем их любой тесьмой или этим шпагатом. Так, ну что нам потребуется? Мы сначала делаем замеры в середине. Ну тут середину мы можем. У нас шарик идет пластиковый, он идет полностью, ну, полый, да, получается. Мы его вот так проделываем дырочку. Прям. Да. Ну вот как сделаем, так и будет вот топиари наши выглядеть. Главное не переусердствовать. Да, главное не переусердствовать. И думаю, что мы сначала подготовим нашу палочку основу. Мы ее обвернем сейчас. Вот. Кстати, можно, в принципе, и так ее оставить. Более естественной, да? Да, естественно. А можем ее обмотать еще шпагатом. Но мы, наверное, просто ее естественно оставим. Давай. Так, так, у нас вот уже есть ключик. Им стало просто лень. Им просто стало. А давай так оставим просто, да? Так, что мы делаем? Мы сейчас горячий клей наносим на нашу палочку, на кончик. Чуть-чуть даем остыть, потому что пластик очень быстро плавится тоже. Чуть-чуть, чтобы вот дым ушел, да, дымок. И его просовываем. Это для фиксации. Так, да. Чуть-чуть там торчит, ничего, да? Ничего страшного. И вот у нас получилось такое. Знаешь, что мы сделаем? Мы теперь сделаем вот такую небольшую юбочку из тесьмы. Из любой тесьмы, ну, так как у нас кофейное дерево, это более такой рустик стиль, ну, типа эко-стиль, мы возьмем из тесьма такая вот, как лен, эко-материал, да, и сделаем вот такую небольшую юбочку, ну, чтобы было немножко интересно. Так, мы разделили вот тесьма слишком широкая, мы ее пополам разделили, одну часть Кати, одну часть мне. И обклеить надо, да? И просто мы такую юбочку делаем, это для эстетики, чтобы скрыть наши тут ямочки, углубления. На самом деле топиари очень легко делаются,
Главное, хорошее настроение. Вот такие, как сказать, духовные вещи, да, мы их можем также назвать. Их нужно делать всегда с хорошим настроем, с хорошими светлыми мыслями, потому что так как вы это сделаете, с каким настроением, с таким же настроением будет этот топиарий служить. Да. Сейчас у нас уже подготовленные зерна. Да. Хочется прям понюхать. Это вот зерна, которые мы сейчас кофе пили. Ага. Они немножко пережарены. Да, мы, кстати, делаем кофейный под кофе, да? Да, под кофе. Так. И все, мы начинаем вот именно с нижней части, где наша тулка, да, вот. И начинаем обклеивать вот так зернышками. Просто сюда наносим небольшими порциями клея, прерывисто, потому что клей проедает. Это надо не забывать. И вот так зернышко клеим друг на дружку. Капельками, да. Так, да? И быстренько клеим, пока он не засох. Ой, мамочки. Это на скорость еще. Надо было маленькую взять. Можно заново. Теперь у нас сейчас будет... Так, вот так, да? Я вот так сделала. Да, так тоже можно. Мы просто будем в 2 слоя. Но желательно все впритык тоже. И вот так мы начинаем обклеивать. А когда он стоит, он пахнет, да? Да, он очень издает аромат. Его можно еще немножко подбрызгивать водичкой, чтобы он аромат издавал. А так вообще вот эти топиарии, они, как сказать, они реально крутые деревья. Аромат держится довольно долго, потому что это кофейное зерно, его нужно немножко, чуть-чуть подбрызгивать, если вы хотите, чтобы он запах держал. Кстати, еще преимущество, знаете, в чем кофе есть? Он же впитывает еще неприятные запахи тоже. Да, кстати, да. И такой вот не только с точки зрения духовности, да, будет полезен, но еще с точки зрения эстетики, да, ароматов вкусных. Вот. Мне вообще нравится аромат дома, когда и как кофе пахнет. предмет интерьера вообще в целом, да, красиво смотрится. Да, одни полезные эти, да, плюсики одни, да, у него? Вообще. Прямо... И это мы еще не очень глубоко углубились в его значение, да? Они, кстати, похожи на орешки, да, кедровые, Да, чем-то, даже издалека. на полшишечки, да? Кажется, что это. Катя, что ты знаешь про домового? Я? Особо... Я знаю, что они есть, например, но почему-то я не уверена, что они есть у всех. Или у всех. Я думаю, что они не у всех есть. Потому что, видать, некоторые же бывают, переезжают, да, и забывают домового с собой забрать. Вот, кстати, недавно был такой случай, у меня подруга переехала, и после ее отъезда в ее квартиру не могли попасть родители, сломали 2 ключа. Потом, вызвали. Это в новую? Нет, в ее квартиру. Она переехала. Никак не могли попасть, потом вызвали специальных людей, да. Квартиру взломали. Офигеть. И представляешь, а потом ее отец сел за ее машину, которую она оставила тоже, да, и она заглохла. Короче. И потом, мама ее пишет: ты оставила домового своего. Кстати, она переехала в другой город. Не забрала его. Такое может быть, да? Как его забирать с собой, Женя? Обычно домовых, там есть разные ритуалы. Кто-то ложит типа сено на тряпочку. Берут белую ткань, ложат сено или солому, да, и еще иногда брызгают чуть-чуть молока. Он же молоко любит. Кстати, про это знаете, да, тоже? То, что домового еще подкармливают дома молоком. Наливает миску молока и ставит в угол. В гостиной, на кухне где-нибудь. И еще так, кстати, на окна тоже ложат какие-нибудь вкусности, сладости. Еще такая примета же есть, типа, когда стряпаешь, обязательно блюдце положи тоже на подоконник. Типа, подкармливаешь домового и духов дома. То есть не духов дома, да, а предков тоже.
Мгм. Ну, типа тоже, да, они же тоже пересекаются вот, Так. в духовном мире. Мгм. И вот, и когда ты куда-то переезжаешь, обязательно вот именно ритуал с этим нужно, со свертком сделать. Ну, типа, ты на ночь перед отъездом можешь вот этот сверток, ну, то есть ткань, Мгм. туда солому, и все, и ему говоришь, типа, мы завтра уезжаем, переезжаем, и тебя с собой забираем, типа, вот так. М. И Мгм. получается, этот сверток увозишь с собой. Ага. Все. И там потом, когда в новый дом заходите и начинаешь также вот типа, в новом доме, типа Мгм. живи там, ну все, что там, как вы общаетесь, да, вообще, там же все по-разному. Живи. Там же живи, тут. Все живи, да. Как Ага. сказать, я жестко верю в домовых, потому что много случаев тоже было Мгм. очень интересных. И все равно какая-то сила есть такая, которая она защищает и оберегает. Это вот 100% вообще. Мгм. Так что сегодня я принесу гостинцы нашему домовому. Мгм. Один раз я делала топиарий для одной семейной пары. Мгм. И она тоже вот на кухню заказала. И у нее, прикинь, буквально через какой-то, где-то через неделю Мгм. у них начались вообще происходить разные изменения. Да? Вообще кардинально. И она потом, прикинь, прибегает и говорит: Евгения, сделайте нам, пожалуйста, топиарий для офиса мужа. Я говорю, Ага. она говорит, его повысили. Да. Вообще нереально. И он в каких-то органах работает, и прикинь, Мгм. мы сделали топиарий, ну, то есть сделали топиарий, Мгм. и получается, потом они вообще переехали в город своей мечты, куда хотели. Ничего себе, да? Ага. Вот насколько, да, у них вот. Мгм. Для красоты, да, получается, ну, как бы второй слой такой более Да, мы же объемчик, да, делаем будет? его такой более профессиональный, Мгм. профессиональных рук дел, да. Ой. Ну, мы проделали первый слой, да? Мгм. Примерно как-то так все выглядит. Мгм. Дальше у Вообще нас... шикарно получилось. Тю-тюнь. Смотри. Для полной эстетики мы делаем второй слой. Шикарно Вообще пахнет. шикарно, да, Ага. пахнет? Второй слой мы перекрываем наши пробелы, которые у нас, ну, они должны быть, да, даже Мгм. физически. То есть на пробелы клеим, да? Да, мы Ага. теперь шахматной клеим, типа вот так, перекрываем. Клеим там, ну вот да, как ты действительно сказала, пробелы, да. Мгм. И тем самым мы перекрываем ну вот прямо в этот клеишь, в дырочки. Ага, Так? да, в дырочки прямо. Клей туда тоже. Клей по чуть-чуть, чтобы он тоже не Каждую дырочку, выделялся. да? Каждую дырочку, ага. Но этот процесс более быстрый, потому что ну, тут уже как бы основа у нас уже более твердая. На пенопласт не очень удобно клеить, потому что он это, да, дырявится чуть-чуть. Ага. И такой более мягкий, пластичный становится. Хочется еще рассказать про месяца вот эти благоприятные, которые Мгм. тоже хорошо влияют на атмосферу, да, каких-то событий. Вот, допустим, когда хорошо амулеты собирать, всякие такие штуки, Мгм. ну, типа по лунным дням. Мгм. Сейчас же у нас растущая луна, получается. Хорошо всегда всякие обереги делать на растущую луну. Мгм. Допустим, для того, чтобы что-то прибавить, увеличить достаток, да, это все на растущую луну. А чтобы там что-то убрать, какой-то негатив, это все на убывающее. Мгм. Закрыть кредиты, да, на убывающую Да, луну. кстати. Мне кажется, мы сейчас все граждане кредитно Зависимые. зависимые. Это, знаете, как раньше, да, мы смотрели какие-то фильмы старые, да, вот, допустим, 50-х годов.
европейский, да? И там Я что-то неправильно они делаю? не все правильно. У тебя просто свой стиль. Классно, что у тебя получается. Там же всегда, да, в фильме говорили, ты же не кредитно способный. У них же не говорят же безработный, да? Свой стиль. Свой стиль. А у каждого свой почерк, свой стиль, так что это нормально. Так, ну что, я примерно вот вроде как закончила, да? Вообще шикарно получилось. Так, действительно, да, вот Это- когда заканчиваешь, Да, когда уже подходишь к концу, уже смотрится ну а тебе как? вообще шикарно. Я Да. прямо тобой восхищена тем, что ты очень аккуратно все проработала. У тебя очень хорошая техника и моторика, потому что, смотри, у тебя настолько идеально получилось, что Клей. маракаси наши. А, Теперь у нас будет следующий этап. Мы будем Третий слой. третий слой будем сейчас Шутка. делать и пятый. Мы будем делать пятый слой. Сейчас я свой добью тоже, чтобы он был у меня тоже законченный. И заметили, что зернышки мы делаем с разных сторон. И где со стороны разреза и цельной, да, вот этой. Что тоже так. Я просто заливаю клеем. И что-то хочется прям Что-то еще добавить, да? эти интервальчики. какие-то. Интервальчики можно перекрыть. Главное, не переусердствовать. Да? Как переусердствовал, да? Теперь наши кофейные Топиари. топиари, Деревца. мы теперь будем их заливать гипсом. Гипсом, различными твердеющими, самотвердеющими материалами любыми. Вообще хоть чем. Можно даже, знаешь, если нет у вас гипса или что-то, можно просто напихать туда пластик и туда также прорезать. Но у нас есть, кстати, к нашему великому счастью, у нас есть гипс. Можно, Катя, глину? Ага. Теперь мы наш гипс просто насыпаем в наши емкости, в которые мы будем заливать. Ага. Тут. Ой, переборщила чуть-чуть, ну ладно. Ага. Простите. Нормально. Так, ага, так. Ну, если полный стакан, это значит будет половина. Ага. Так, ты заливаешь воду и перемешиваешь какой-нибудь палочкой, который... У меня есть ложечка. Давай ложечкой. Она сломается на вот эту палочку. Да? Так, сколько воды? Наливай пока. Ага. Лей. Не жалей. Так, ага, еще. Там, видишь, уже пошла химическая реакция. Пошла химическая реакция. Это у нас уроки химии. Так, что делать? Ага. Так, СМР, да? Тут у нас дискач. Перемешивать? Ага. Все можно перемешивать. Ладно, сейчас. Так, сейчас мы еще, Катя, типа дольем. Сильно много тоже не будем воды, чтобы он быстрее застыл. Чем гуще, тем быстрее застывает. Давай еще немножко добавим этого. Как будто зелье какое-то варим, да? Как тесто. Из гипса, Ой. кстати, разные картины можно еще делать. Так. Это немножко такая грязноватая работа, но она приятная. Мгм. Мы сейчас его густым делаем для того, чтобы чтобы он быстро засох. Он сохнет очень быстро. Уже чувствуешь, да? Тверденеет он тоже. Твердеет. Тверденеет. Твердеет, да. Наши края вот так обрабатываем тоже, чтобы
Все аккуратненько. Аккуратненько. Все аккуратненько. Так, вставляем наш топиари. Мгм. Ну, то есть он вот нормальный, да, консистенция? Да, вообще Сейчас шикарно. просохнет, да? Ага. Ага. И Мне кажется, у меня очень большой стакан. Да. Он сейчас утонет, да? так, Я ты вставляю, его да? полностью не вставляй тогда. Ага. Вот так, да? Ну, ты как хочешь, ты можешь, в принципе, и вот так его оставить. Можешь поглубже засадить. Можно вот так. Где-то, ну, на такой, да, наверное. Ну, вот так, наверное. Ну, вообще Ага. идеально. Не тот мох. Ага, в общем, сизаль. Берем вот такую, это тоже природный материал у нас. Мы его вот так достаем, как волосня, да, как волосы. Вот, Волосня. волосня. Ага. И формируем из него вот такую шапочку, подложку. Ну вот закрываем нашу этот. Прямо туда. Ой, Спасибо. пожалуйста. Пожалуйста. Прямо в глину, да? Да, прямо в глину. И он так вместе с ним затверденеет, и будет как своя, это тоже Окей. защитная. Ага. Ну, сейчас все это. Как называется материал? Сизаль. Сизаль. Ага. Это волокна от этого, от кокоса. А, да? Кокосового дерева. Как интересно. Мгм. И вот так прям формируем. И вот так еще его поводи. Он очень гибкий. Ну, вот так типа. Пускай пока так подсохнет чуть. Мы сейчас отмерим, вот уже отмерили тесьму. Тесьма у нас идет как из льна. Она такая мягкая, приятная на ощупь. Такая молочного цвета. Молочного, да. И мы сейчас вот так приступаем к декору нашей основы. По идее, можно, как сказать, делать это до, но до это подразумевает, что может где-то подмараться, там лучше после там декорировать. И тут нахлёст так делаем. И верхнюю часть тоже обработаем. Так. Такой таком стиле, да? Рустик. И можем какую-нибудь еще тесьму сюда сделать. Какую-нибудь тоненькую будем делать, чтобы добить образ. Можно? Ага. Что тебе Можно нравится? и беленькую. Беленькую тогда, да? Тоже по периметру проклеиваем. По окружности. Пикантности. Типа такого сделаем, да? Чтобы интересно было. Давай. Ага, мы сейчас небольшой декор закончим, чтобы было, ну, более веселее, да? Еще можно тут шишечку так сделать. Иди. Можно. Нужно. Что, можно шишками тут все обклеить? И такие зря проведенных 3 часа, да? Ага. Вот так. Еще подкорректируем. Так, классно, да? Видишь сочетание? Шикарно. Такая осенне-зимняя, да? Ага. И можно потом еще беленьким Тема. подкрасить. Так, ну, мы закончили наш топиарий. О, какой тяжелый. Да. И Катя у нас сделала топиарий совершенно самостоятельно, под нашим руководством, да? Так что можно
самим спокойно это сделать. Также Повторить. Повторить, да. Можете прийти к нам на мастер-класс, мы можем помочь собрать. А сегодня это дерево ты заберешь топиари с собой, кофейное, да, получается. Поставлю на кухню. Ты его поставишь на кухне, пускай он приносит тебе много всего хорошего, процветания, благоприятную атмосферу. И я думаю, что с появлением его у тебя в доме, у тебя начнутся какие-то благоприятные изменения. И потом я хочу, чтобы ты поделилась, сказала, вот, типа, у меня сейчас что-то произошло интересное, событие. Обязательно. Это очень интересно тоже наблюдать, потому что у них действительно какая-то есть сила, такая, которую мы все не можем объяснить, но она есть какая-то. И будем ждать хороших новостей. Ура! Спасибо, Женя! Спасибо! Давай чокнемся. Давай.